В Мирном на базе санатория профилактория «Горняк» открылось отделение реабилитации. До этого времени в городе не было места, где пациенты могли бы реабилитироваться после тяжелого заболевания и восстановить здоровье. Подробнее о работе отделения расскажут наши коллеги. Услуги медицинского центра «Алроса» с марта текущего года пополнились еще одним предложением. Теперь на базе в санатория профилактория «Горняк» можно пройти реабилитационное лечение. Причем воспользоваться этой услугой могут все желающие, независимо от места работы. Главное условие – это наличие полиса обязательного медицинского страхования и направление от лечащего врача. После перенесенных инфарктов миокарда, инсультов, после операций тяжелых, после травмы поступает на реабилитацию. И у нас круглосуточно всего 7 коек, дневной стационар всего 5 коек. И за год, за этот мы почти выполнили весь план, пролечили по круглосуточному стационару 80 человек, по дневному стационару 147 человек. Для того, чтобы поступить к нам, надо обратиться к участковому терапевту, и по показаниям они будут направлять к нам на реабилитацию. Материально-техническая база «Горняка» полностью соответствует выбранному направлению. Реабилитация больных осуществляется с помощью медикаментозного лечения, физиотерапии, массажа и бальнеологических процедур. Ведет больных врач-терапевт. В особо тяжелых случаях к нему подключаются и узкие специалисты медицинского центра. В 2016 году отделение реабилитации планирует увеличить прием пациентов. Кроме вышеперечисленных заболеваний, в медцентре будут проводить лечение костно-мышечной системы и сахарного диабета. Для этого «Горняк» приобрел аппарат озонотерапии. Обогащение организма озоном, улучшается кровообращение, обогащение кислородом. У людей, например, при сахарном диабете, она называется дистальная полинейропатия. Например, она будет одеваться, процедура это как сапог, так местно на ноги можно, на голову. У кого нейросенсорная тугоухость, на область уха пораженного. Питание и проживание здесь также бесплатное. Для удобства пациентов они размещаются в двухместных палатах с отдельным санузлом. Единственное неудобство – больные с ограниченными возможностями здоровья должны уметь сами себя обслуживать, поскольку количество койко-мест не позволяет размещаться сопровождающим.